Пробкадан чыксак дейбиз. Наши гости. Да. Это вам невежданка. Да, вот наши гостицы. Проходите, проходите. Это тоже вам. Здравствуйте. Хлеб с солью. Все, хорошо. Сейчас, минутку. Садись, ребята, ты нас полтора, как было утро, да? Похоже, стали ждать, да? Нет. Нет, все нормально? Да, все хорошо. Как у вас настроение? Нормально. Мы там устали ждать, больше. И да, қосымшасының мыншасын ана нагульный деген нагульныйды білдірсек саған. Окей, Вот независимый бір банк керек та бұл контроль тұрған. Ана сол тармақтарын беріп тұрса спорт киген бұға кигендей мондай емес. Нечақ ордус кичинекей мамлекет, бір область Қазақстан және Россия. Чоң келтеген область. Санынан дағы.
Гардеробку валю. Представиться, я модератор сегодняшнего мероприятия Мамбетов Максат. Хотелось бы поприветствовать наших уважаемых инвесторов из стран Евросоюза. Мы также рады видеть экспертов из государственных ведомств Кыргызской Республики. Разрешите их представить. Это эксперт из Государственной таможенной службы, главный инспектор отдела таможенного контроля и оформления, Управление организации таможенного контроля городской таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики Цариев Эрнест Османкулович. Эксперт из Национального банка, главный инспектор отдела методологии надзора, Управление методологии надзора и лицензирования Имановий Василий. Эксперт из Министерства финансов, ведущий специалист Управления государственных инвестиций и технической помощи Ишбаев Кутман. Эксперт из Министерства иностранных дел, атташе Департамента Европы и Америки при Министерстве иностранных дел Аида Эрмазарова. А также эксперт из Министерства внутренних дел, подполковник милиции Аширбаев Абдесалам Карумбаевич. Таким образом, мы познакомились со всеми присутствующими здесь людьми. Открытие форума нам хотелось бы начать с видеоролика под названием «Добро пожаловать в Кыргызстан».
руководителя группы Калинку. Дорогие друзья, спасибо большое за теплый прием. Никто из нас никогда здесь не был раньше. У нас первые впечатления самые-самые отличные. Тем не менее, мы являемся представителями крупных компаний Евросоюза. Некие из нас являются инвесторами, а другие являются консультантами таких компаний. Надеюсь, что мы сейчас познакомимся с возможностями работать здесь. Вы тоже получите информацию, какие возможности есть для вас, наших компаний, работать в Болгарии и в других странах вокруг Болгарии, скажем. А потом я обещаю, что летом мы приедем с большой делегацией, и тогда будет конкретика более серьезная. Мы тоже, как договорились с Рустамом, мы ждем в марте вашу делегацию. И хочу представить своих друзей, все, кто здесь приехал, и благодарить, что они успели добраться. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Николай. Я представитель итальянско-болгарской компании для производства обуви, как домашней, комфортной, с анатомическими стельки. У нас есть производство как в Италии, так и в Болгарии. И мы ищем наших партнеров здесь, как на совместное производство, здесь, так и на поставка европейских товаров наших на ваш рынок. Здравствуйте, позвольте мне представиться. Меня зовут Василий Лепков. Я совладелец и управляющий группой компаний, которые базированы в Европе, в Голландии и в Болгарии. У нас интересы в разные направления, интересы информационной технологии, сельское хозяйство, строительство, инвестиции в строительство, торговля тоже. Так что я тоже с нетерпением встречи и разговора с вами и узнать больше о ваших стране и возможности делать бизнес. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, представитель компании строительства и туризма. Интерес у нас для туризма в Киргизии. И тоже мы предлагаем и недвижимость в Болгарии, на море, в Черном море. Здравствуйте, мне очень приятно, что я здесь. Меня зовут Атанас Костадинов. Я консультант инвестиционных проектов, которые относятся к окружающей среде и региональному развитию. Я был заместителем министра в болгарском правительстве, отвечал тоже для окружающей среды, для инвестиционных проектов. На самом деле моя основная работа с государством и с муниципалитетом, но, конечно, и частные компании, которые в этом сфере можно реализироваться, интересно, чтобы разобрались с мусором, с очищением воды и так далее. Есть серьезный интерес болгарских инвесторов, компаний, европейских, которые хотят разобраться здесь с рынок и как установлены эти процессы. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Бык. Я предприниматель, занимаюсь инфраструктурными проектами. Это похоже, как мой человек сказал. Тоже у меня компания для ремонта, реконструкции горного биологического оборудования. Здравствуйте, меня зовут Викслава.
Я представляю инвестор, кто имеет интерес в зеленых проектах, зеленых энергий и ГЭСов. Спасибо большое нашим гостям из-за рубежа. К сожалению, сегодня не все гости успели приехать. Завтра мы проведем масштабное мероприятие. Как и обещалось, вся группа инвесторов посетит это мероприятие. Сегодня вечером мы ожидаем гостей. А сейчас хотелось бы всех пригласить в банкетный зал. Начнем с банкета? Да, всех, пожалуйста. Можно неформально пообщаться? Уровне, чтобы интенсифицировало контакты между бизнесменами из Болгарии и Кыргызстана, и чтобы посмотрели, какие общие проекты могли сделать. Какие основные проекты, из какой бизнес-сферы? Группа наша довольно разная, там есть разные, очень много интересов, но прежде всего, с моей точки зрения, у нас есть очень хорошая экспертиза управления инвестиционных проектов, так называемый еще фондинг, чтобы сработало финансировать какие-то проекты. Мне специально интересно, как развивается экологический бизнес Кыргызстана, потому что у вас очень хорошая природа. Вы на самом деле надо сохранить эту природу, но еще посмотреть и попробовать, как природа можно иметь и социальные, и экономические элементы. Потому что сельское хозяйство, конечно, это то. Хотелось бы отметить, что в связи с тем, что не все инвесторы сегодня смогли посетить первый день мероприятия, все участники, кто презентует свои проекты сегодня, вам будет предоставлена возможность индивидуальных бесед завтра со всеми инвесторами. А теперь мы переходим к следующему этапу нашего форума, а именно к презентациям бизнес-проектов наших участников. И первым мы приглашаем Токмамбетова Каната Туламбаевича с проектом по производству мыломоющих средств из натурального синтетического сырья.
Здравствуйте. Добрый день всем участникам, инвесторам, всем, кто сегодня присутствует. И что и организаторам большое спасибо за то, что представляют такую возможность. Не только нам, а очень предпринимателям, всему Кыргызстану. Так, я хочу представить свою идею, которая родилась у меня где-то полгода назад. Это производство мыла. Здравствуйте, уважаемые гости и участники семинара. Наш государственный госплемзавод Катапалдык расположен в юге Кыргызстана. Мы разводим горные мероносы. Мамарасулова Акмальжана с проектом по переработке тяжелого мусора. Этот материал производится в России. Он уже прошел все тесты. Его высокопрочность, его срок жизни — это около 100-150 циклов. И вот. И теплоблок, он как бы является очень выгодным вариантом для быстрого строительства. Можно этими блоками быстро построить в местах, где произошли землетрясения, очень быстро построить дома и как бы для дальнейших, использовать в дальнейшем как бы для социальных проектов. Спасибо. Если вопросы закончились, на сегодняшний день это был последний проект. С остальными мы будем ознакомливаться уже завтра в полном составе инвесторов. А сейчас попрошу ваше внимание на экран. Представляем видеоролик «Кыргызстан. Сердце Азии». Тут вы сможете лицезреть туристические перспективы нашей страны и частично насладиться красотами природы, проекты, а также плодотворное сотрудничество. И первый проект, открывающий второй день нашего мероприятия, представит наш участник из города Бишкек, Атагильдис Шерматов, который презентует план по развитию предприятия по переработке старых покрышек и выпуск из вторичного продукта резиновых плиток и брусчатки для тротуаров и детских площадок. Добрый день, дамы и господа, дорогие участники и гости сегодняшнего форума. Разрешите представиться. Меня зовут Шамулат Атагильдин. Я являюсь замдиректором предприятия «Эксанеха Групп», которое занимается переработкой и утилизацией старых автопокрышек. Огромное спасибо Атагильдиеву. У вас очень-очень интересный проект, так как он затрагивает экологическую безопасность. И вообще в нашей стране, не только в стране, во всем мире, это стоит основной проблемой. Надеемся, что такие проекты будут появляться гораздо больше, и инвесторы будут интересоваться такими проектами тоже. А теперь мы приглашаем второго нашего участника, проект по внедрению капельного орошения, который представит нам Темирбек Турсунбаев. Участники проекта, уважаемые инвесторы, я приехал с города Талас. У меня проект по капельному орошению. С каждым годом сокращается поток воды в нашей стране. В связи с этим поднимается вопрос по уровню правительства. Сегодня уже обсуждают проблему насчет воды. Министерство сельского хозяйства сегодня уже собрал всех губернаторов, намакимов и специалистов именно на эту тему. В прошлом году интерес людей очень было велик. До сих пор спрашивают они, как можно сделать или нет, как результат как получился у тебя. В прошлом году губернатор области тоже приехал с акимами и посмотрели на проблему. В этом году уже на уровне правительства они решают. Но мы хотим тоже заинтересовать вас. Байке, на самом деле эта проблема стоит очень остро. И не уходите, у нас есть вопросы. Темирбек Байке. Какой необходимый размер инвестиций? У вашей презентации не было. Какой необходимый размер?
Ну, мы просим на 20 гектаров $50 000, потому что надо поставить полную систему. Здесь недоработка, мы качали с канала прямо. Поэтому вот начало августа уже в канале не было никакой воды, засохло все. Поэтому урожайность сократилась на 50% даже. А какая окупаемость вы считаете? Ну, окупаемость это хорошая, потому что в течение 20 лет уже Турция покупает у нас, только наша область экспортирует Турцию, фасоль, и Болгарию, то же самое, и там другие страны. В прошлом году мы получили хороший урожай, а в этом году уже в связи с маловодьем по всей республике уже сокращается этот процесс. Поэтому вот, в прошлом году экспортировали 71 000 тонн в Турцию только, а в этом году только 50 000 экспортировали в связи с маловодьем. Поэтому решается этот вопрос на уровне правительства. Мы не знаем, когда они решатся, поэтому мы обращаемся к вам, уважаемые инвесторы. Если вы обратите внимание, окупаемость это за очень короткий срок, максимум за 2 года, по-моему. Фасоль дорожает с каждым годом, спрос увеличивается. Инвесторы сами приходят и открывают пункты приема, покупают без никаких там проблем нету там. Спасибо большое за ответ. Хотелось бы внести дополнительную ясность. В Кыргызской республике Таласская область является основным производителем именно фасоли. И вот по инициативе Темирбек Байке они в первую очередь затрагивают ту систему, что у нас система орошения недостаточно развита. В этом плане европейские страны гораздо более развиты. Хотелось бы принести ваш опыт, перенести в нашу страну, чтобы наши фермеры тоже могли получать больше именно результатов тех посевов, которые сейчас проходят. И так как система орошения очень плохо развита, то этот проект является очень перспективным. И, естественно, этот проект экологически чистым. Если можно построить завод, этот проект окупится, потому что в основном занимаемся мы выращиванием фасоли и других культур. Проблема возникает именно вот с водой. Поэтому надо усовершенствовать. И хотим еще добавить. В прошлом году мы продавали по $2 за килограмм. Поэтому вот, можете посчитать, это самоокупаемый проект. Окупится за короткий срок. Спасибо. Спасибо большое. В принципе, очень хороший проект. Следующим мы приглашаем участника по производству моющих средств для автомобилей и промышленных очистителей. Его представит представитель СПК «АТГУ» Асад Халиев. Добрый день, уважаемые гости, и добрый день, участники сегодняшнего форума. Спасибо за организацию этого форума. Я являюсь руководителем производственной сельскохозяйственной производственной кооперативы «АТГУ», но последние 6-7 лет мы занимаемся маломощным средством, мылом, синтетическим моющим и так далее. Время, когда туристов очень много, пользовался огромным спросом. Следующим с проектом выступает Эльдар Гибердиев, проект по установке линии разлива безалкогольных напитков ОСО «Арнам». Добрый день, уважаемые господа, гости и участники данного форума. Хотелось бы представить вам наш проект. Мы хотим реконструировать наше оборудование, нашей фирмы. Мы
основная наша деятельность – это производство хлеба, хлебобулочных изделий в городе Майлисай, Беловодской области. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые наши гости. На ваше внимание предлагается новые технологии производства высокопрочной тонколистовой стали с наноструктурированным железоцинковым покрытием. Я хочу немножко остановиться в истории создания этого коррозионно-стойкого стального листа. Мы очень рады, что наш соотечественник смог сделать новый технологический прорыв. Это на уровне самых высоких технологий, которые требуются в данное время, как уже сказал себе Пайке, требуется создать опытный образец и провести все технологические тесты для получения патента и вывода его на рынок. Следующим же я хотел бы пригласить Дунбаева Гуляин с проектом по использованию солнечной энергии в трудовых условиях. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники форума. Я очень рада, что принимаю участие на этом мероприятии. И сфера нашей деятельности, нашего проекта, она не производственная, она солнечная. В настоящее время вы знаете, что у нас в Казахстане проблема энергетики, проблема электроэнергии очень остро стоит. И мы уже на протяжении 4 лет, с 2011 года, при поддержке грантовых проектов, программы грантов Глобального экологического фонда осуществляем проекты и предоставляем жителям города Талас и Таласской области гелиоколлектор. Это солнечные водонагреватели объемом от 100 до 300 литров. И они были в основном установлены на социальных объектах, частных домах, садиках. И сейчас мы хотим продолжить. На использование недра, на добычу кварцевого песка и цезия на строительство. Мы сейчас в Бишкеке строим жилые дома. Вот если будем строить свой завод, то мы сами можем как бы виды вклада участвовать в строительстве этого завода. Панели дают выработку электроэнергии 3 киловатта в час. Ну, тоже гелиоколлектор емкостью 200 литров и 100 литров. Слева фотография показывает медицинский центр, справа это гостиничный комплекс. Ну, благодарю за внимание. Спасибо, Гуляин. Это очень перспективный проект, который затрагивает экологическую тему и, естественно, экономическую тоже. Теперь хотелось бы пригласить представителей ОСУ «Кошбулак» с проектом по развитию стекольного завода Балдубаев Юсуф Ali. Добрый день, участники форума. Меня зовут Балдубаев Юсуф. Я директор ОСУ «Кошбулак». У меня такой проект. Мы имеем лицензию на разработку кварцевого песка с 1997 года. Sizlerge çok rapor ettim. Sebeplerinde şu yılda oturuyor. Biz Arvayı firmalarına çok rapor etmiyorlar. Sebeplerinde Avrupa ve Asya'nın yıkıcılarına. Bu terörist hükümetler türü. Азыркы алдыда айтып кеткенде чынында биз кыргызча баштасак болот эле, бирок баарыбыз орусча баштап алган эми орусча айтайын. Здравствуйте, уважаемые гости, участники форума. Я представляю Иссык-Кульскую область. Это издавна известная своими сочными, вкусными яблоками. Дамы и господа, участники, наши гости вот такого первого международного инвестиционного форума, который организовала компания Aurel Invest. Мы благодарим, я благодарю лично эту компанию за такую предоставленную возможность. И на сегодняшний день очень прекрасный проект я послушала тоже.
Но согласитесь, что все вот предприниматели, они очень подвержены различным нагрузкам, потому что они должны активно работать для того, чтобы конкурировать или в бизнесе получать какие-то успехи, прибыли. И поэтому эти нагрузки, они ежедневно накапливаются. Спасибо, что помогли на взаимодействие проект. Сейчас я хотел бы попросить выйти в холл нашего участника с проектом по внедрению кабельного решения инфраструктуры и прибыка Курсундаева. Выйти в холл. Следующим мы приглашаем участника Омарбека Гимбердиева с проектом по производству авторских кондитерских изделий. Добрый день, участники форума, дорогие гости. Дополнительные средства, если возводить микрорайоны в общем, коммунальные расходы становятся на инфраструктуру, становятся, конечно, меньше, как получается. Мы будем все коммуникации подводить к целому микрорайону. Тогда в денежном эквиваленте мы экономим на квадратном метре. Все расходы на строительные, монтажные работы, на проект. Спасибо большое. Очень интересный и масштабный проект. Я уверен, что инвесторы, скорее всего, заинтересуются такого рода проектами, которые дают возможность нашим людям получить более доступную жизнь. Сейчас бы я хотел пригласить Эльдана Мусапакунова с его бизнес-планом по уличной рекламе. Добрый день, уважаемые участники форума и гости. Меня зовут Эльдан Мусапакунов, я представляю инвестиционную компанию «Истар Капитал». Прежде хотелось бы в первую очередь поблагодарить организаторов данного форума. Это действительно первый форум, где собираются инвесторы и соискатели инвестиций вместе. Это наши коллеги, и мы, в принципе, занимаемся тем же самым, работаем в той же самой сфере. Услуги наши включают как для инвесторов, так и для соискателей инвестиций оператор наружной рекламы в рекламном рынке города Бишкек. Мы предполагаем, что вашим проектом заинтересуются и местные предприниматели, так как это новый уровень для нашей страны. Добрый день, уважаемые участники данного форума и уважаемые гости. Спасибо, что издалека так приехали послушать нас. Я проект нашего создания мини-завода по переработке овощей и фруктов. Спасибо большое, Сергей. Он по телефону говорит, а потом свяжем через несколько минут. Ну, просто, к сожалению, нет времени. Хорошо, спасибо большое. Ну а теперь, уважаемые участники и гости форума, приглашаю всех посетить фуршет, любезно приготовленный сотрудниками парк-отель, в котором мы уже находимся второй день. Прошу всех выйти в банкетный зал.
красный смородина, дикий малин, ежевика дикий, и вот это облепиха, и шиповник и так далее. А мы вот это все, если что-то поставить на потребителей, может только думать, или его заморозить, его шоковую заморозку принимать, или же его сушить, чтобы качественно прошли. А вот консервация тоже можно сделать, но там консерванты, поэтому она не очень. Поэтому вот проект, она в самом деле у нас, из-за нехватки денежных средств, мы вынуждены были его разделить по частям. Первый, значит, первую линию поставить, потом уже другие. Сейчас, значит, я потом связался, если по ценам Запада идти, а там, значит, одна линия, например, если поставить вот это холодильные установки и так далее, и... Я знаю, как вы только что создали завод по заморозке. Я прекрасно знаю. Это шоковый заморозки. Мы пельмени купили, пельмени, но стоит 500 тысяч евро. Да. Все равно вот дорогой. А дорогой, ну шоковый сделал, потом уже холодильник ставил. А у вас есть какие-то сооружения сейчас? Я его вообще не знаю. Хотелось бы теперь пригласить проект по развитию племенного хозяйства СЛ+. Добрый день. Спасибо, что мы сегодня все обсуждаем инвестиционные вопросы. Спасибо организаторам, спасибо инвесторам и дай Бог, что взаимопонимание у нас всех получится. Спасибо всех участников конференции и гостей. Свои проекты уже общие. А теперь хотелось бы пригласить представителя фермерского хозяйства Топломамат, Токсумбаева Топломамата с проектом по переработке мяса.
Ассаламу алейкум. Обеспечить народу населения чистым экологическим мясом и мясопродуктом. Это первое мое презентация. Это первое, это увеличить фермерское хозяйство до 1000 голов. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники нашего мероприятия. Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших организаторов за столь важное мероприятие для нашей республики и поблагодарить наших гостей за важный интерес к нашей республике. Мой проект называется «Развитие страны через развитие региона». Вы все знаете, помните лозунг, был такой слоган «Сильные регионы, сильная страна». Направление нашей деятельности по нашему проекту – это аграрный сектор и инфраструктура села. Цель нашего проекта – это оздоровление, рост и развитие экономики села. Что мы для этого будем использовать? Какой инструмент? Инструментом в нашем проекте является кейнсианская теория эффективного спроса. Она проявилась в 30-е годы прошлого века и проявила себя, была использована такими странами, как Соединенные Штаты Америки в 30-е годы, когда у них была Великая депрессия 29-33 года. В Германии Франк назвал свой курс выхода из Великой депрессии «Новый курс». Германия также воспользовалась кейнсианской теорией и тоже она вышла из кризиса. Таким образом, США и Германия стали в то время самыми... Очень спасибо. Я думаю, что этот проект будет реализирован, когда наш друг будет министр регионального развития Киргизстана. Спасибо, потому что у него очень большая энергия и знания по этим вопросам. Поскольку Джон Мейнард Кейнс основополагатель этой теории, и это либеральная и неолиберальная теория, я бы строго вам рекомендовал познакомиться с теорией Майкла Портера. Я имел возможность быть его учеником. Конкурентное предимство наций. Это современная американская теория развития, которая говорит, что у каждой нации есть, прежде всего, надо найти эти 5 производства, которые являются основные конкурентные предимства, поскольку они нету в окружающей государстве и державе вокруг ее. Вы полагаете, что это сельское хозяйство? Может быть, это правда, но эта теория вам позволит разгадать, какие у вас самые конкурентные преимущества в сравнении других государств вокруг вас, которые будут иметь такой эффект экономический, такое производство и экономический эффект, который не будет аналогов по сравнению с других государств. Это еще question mark, это еще вопрос. И каждое правительство, и каждое государство надо найти 5 конкурентные производства, которые будут в основе киргизской экономики. Во-вторых, на основе этих 5 производств надо сделать эту сеть регионального развития, чтобы имплементировать эти 5 конкурентные основные базисные производства для вас на территории Киргизстана. И так специализировать отдельные регионы на базе 5 преимущественных бизнесов. Например, обследовали мы, почему сделали большие инвестиции в Тайване и в Индонезии, компьютерной индустрии. Но Тайвань пошел вверх, а Индонезия не справилась, поскольку они потратили где-то 20 или 30 миллиардов долларов на инвестиции. У одной соседнего государства это был большой бизнес, а у другой нет. Оказывается, что в теории конкурентных предимства наций есть не только природные составляющие наличные ресурсы, не только экономический способ, не только образование людей,
а и национальная психологическая специфика, культура мышления, религия, потребление и так далее, и так далее. Вот этот комплекс дает, в конце концов, конкурентное предимство вашей нации. Так что после государственного уровня, на котором вы определите эти 5 приоритетов, после если когда-то расположите их на территории Кыргызстана, в региональном принципе, и даете конкретные задачи каждому району, тогда спустя этого появятся и отдельные проекты, как вы написали, которые будут в рамке как отдельной деятельности в каждом регионе. Таким образом, GDP, внутренний продукт и экономический смысл вашей экономики будет без аналогов в сравнении с остальных. Только хочу дать пример, что это профессор Майкл Портер и еще два харвардские профессора уже делают это с Казахстана спустя 5 лет. Поскольку я там был на специализацию в Харвардском институте в Бостоне, в Kennedy School of Government, мы там лекции не были все, потому что эти профессоры надо было ехать на Казахстан, чтобы сделать это конкурентная программа на 20 лет, как будет развиваться государство. Так что надо есть познание, как у вас есть, надо есть и политическая воля, поскольку и партия РЛ тоже имеет эту волю, чтобы создать такой модель и показать людей Кыргызстана, как можно выдвигаться впереди очень скоростно по сравнению с других государств. Так что это большая задача, надо думать об этом, и я думаю, что вы успеете. Спасибо большое нашему гостю, а также принятие прочим считать закрытой. И слово о закрытии предоставляется председателю форума и лидеру партии АРОИ Минашвили Рустаму. Уважаемые друзья, 2 дня мы наблюдали за нашими соотечественниками. Спасибо гостям, которые приехали и которые не приехали, не смогли приехать по обстоятельствам, погодным обстоятельствам. Но я хотел бы сказать, что наш первый проект, это наш первый проводимый официальный форум. Не судите нас. Если где-то у нас не получилось, мы извиняемся. И думаю, что каждые 2 месяца мы будем это проводить. И думаю, что мы с поставленной задачей на этот момент справились, потому что у нас была основная цель предоставить возможность плацдарм общению лицом к лицу с инвесторами, и нашими предпринимателями. Думаю, что с этой задачей мы справились. И я думаю, что в дальнейшем мы будем продолжать в этом духе, только более грамотнее, наверное. Так как это первое мероприятие было, мы извиняемся. И я могу сказать, что цель проекта тоже достигнута, потому что мы сейчас, у нас инвесторы заинтересовались, наши гости заинтересовались несколькими проектами, а именно по гидроэлектростанциям, по строительству, мясоперерабатывающей отрасли и молочными заводами. И у нас, как вот сейчас предыдущий наш товарищ презентовал, это наш, есть один область целый, который производит фасоль. Именно по фасолям очень заинтересованы, и мы уже договариваемся, нужные документы уже собираем, у вас ближе к вечеру все уже будет, я вам гарантирую. И мусороперерабатывающий, это тоже у нас один из самых проблемных участков вообще по республике. И альтернативная энергия, то есть альтернативное топливо, потому что экологически она и более чистая, и народ это поймет и поддержит. И по недрам. Спасибо вам за ваше участие.
гости, тоже вам низкий поклон, что вы приехали. Спасибо. Еще хотел бы предупредить, что наши товарищи через 2 месяца, мы вас ждем здесь же. Ваши проекты мы будем дальше продвигать. Это во благо нашей страны, нашей экономики. И ждем Болгарию. Да, и обязательно мы приедем к вам. Мы тоже договорились. Клим, может, тоже пару слов. Я хотел буквально пару слов сказать. Спасибо, конечно, организаторам, лично Рустаму. Для нас это было замечательно встретиться со всеми вас. Но самая главная причина, по которой мы все здесь находимся, чтобы мы делали что-то совместно, чтобы результат какой-то был. Я от своего имени хочу сказать, что я лично очень доволен, что 5-6 проектов, которые были представлены, для меня личный интерес представляют. И поэтому я знаю то же самое для моих коллег, поэтому мы свяжемся с вами, мы продолжим этот контакт. А наши сотрудники тоже будут с вами в контакт, чтобы задать больше вопросов, как и понять лучших проектов. Я очень надеюсь, что мы в скором времени сможем праздновать первый успешный проект как результат этого форума. Спасибо большое. Позвольте мне тоже поблагодарить всем. Очень гостеприимный народ, это сразу же ощущается. И потом, когда на человеческом уровне все прекрасно, я уверена, что мою тему по развитию бизнеса точно найдем. И тоже хочу добавить, что то мы делаем, это пионерская работа. Насколько я знаю, там нет официальной комиссии Киргизстан, Болгария на правительственном уровне. Нам надо работать на неправительственном уровне, чтобы наши государства подписали такие споразумения, потому что это откроет новые возможности. И большому бизнесу будет легче приехать сюда и инвестировать. Это как лакмус. Если такое споразумение, инвесторам комфортнее. В этом плане нам надо срочно организовать первые шаги. Спасибо большое. Спасибо большое.